Задержанному в Евпатории имаму уже вынесли приговор. Его обвиняют в хранении и распространении запрещенной в России литературы. Однако из-за многочисленных нарушений сторона защиты уже готовит документы на апелляцию. За развитием дела следят наши корреспонденты. Задержанного имама мечети Хан Джами признали виновным в хранении и распространении запрещенной литературы. В принудительном порядке сегодня меня доставили в здание суда с тем, чтобы произвести рассмотрение дела о том, что мною якобы в мечети хранились книги экстремистского характера. Сегодня было уже в отношении меня вынесено судебное решение, и согласно этому решению меня признали виновным. Этим имамом Тугудиева прямо на улице задержали, не объяснив причину. Почему указание действует сейчас? Я выполняю закон. Это я понимаю, но Я протокол сказал, на что основании чего это сейчас? То есть, на основании статьи 27.3. о чем эта статья? Вы должны же... Не перебивать, я допишу, я уже ознакомил. Если я не буду каждого вновь прибывшего ознакомливать. Свидетели снимали процесс задержания на камеру, где видно множество нарушений. Это что за беспредел такой? Мы на данный момент ознакомливаем состояние. Ознакомление. Извещения нет уже, ребята. Извещения надлежащего не было. Понятно, а кому вопросы, ребята? В суде зададите. Подождите, при чем здесь суд, если извещения нету? В одном зале 20 заседаний, во-первых, идет. Во-вторых, хотели присутствовать, быть слушателями, где это вроде законом не запрещается, но нас всех подняли и выгнали из зала суда. Амитхан Аминджитов, который Все по словам нормально. обвинения свидетельствовал против имама, записал видео, в котором это опровергает. Что якобы я свидетельствовал против Абдулганиева Эльмара Назимовича. Это было неправильно. Я сразу возмущался и говорил, что это не мои слова. И дайте, я хотел посмотреть этот бланк, там стоит моя подпись или нет. И этого мне тоже не дали. Задержанный сообщил, что готовится подать апелляцию. Совершенно краткие сроки, в общем, привлекают меня к ответственности, и поэтому будем всеми законными способами защищать свои конституционные права. Лидия Полянская, Предписание Заман. есть.